прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новый облик любимого города. Проспект Путина будет продлен от памятника дружбы народов до улицы Коперника. Его общая протяженность составит около 2 километров. Рамзан Кадыров проинспектировал масштабные строительные работы в Грозном. О грандиозных изменениях, которые ждут столицу, расскажет Адам Магомедов. Во славу Родины. Глава республики посетил построение бойцов новых подразделений в Ханкале. Что сказал военнослужащим политик? Мама – символ уюта. Руководителя регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Аймани Несиевну поздравили с Днем Матери представители республиканских властей. Грозный с каждым годом преображается. Для развития комфортной городской среды принимаются титанические меры. Начатые грандиозные проекты впечатляют. Рамзан Кадыров проинспектировал стройку, которая развернулась на территории 200 гектаров. Специалисты на стадии завершения разработки котлованов для домов в арабском стиле. Они будут в первой линии будущего продолжения проспекта Владимира Путина. Адам Магомедов о корректировках, которые внес глава республики. Строительство продолжения проспекта Путина в городе Грозный на площади в 200 гектаров находится на стадии заливки фундамента. Глава региона вместе с градоначальником Хасмагомедом Кадыровым осмотрел ход работ. На первой линии идет возведение 10-этажных домов, а на второй – 30-этажных. Всего будет более 130 объектов с 2 миллионами квадратов жилья. Первый, второй ряд. Третий ряд уже был штаб-бюджет. Первый ряд около 35%, 38%. Еще продажи, домашние продажи около 38% продажи. Но цех от 5 до 8%. Тарин цибол нах аш полночи бой. Цара я цонцу на квартире шокуется. Контролируешь инвестор, что домашний. Чактурду цажи коят даму атак нахет на тишбу. Не то, что войца аш пеша смола, аренцы аш полчара, 38%, 5-8%, цуа, квартир шуечхлара, ушаша, цабака, дабага, хабака, ишоша, шай махка, шай миттиги издер, ишцара, яцмон аренцы масо, Европа, за границей, Арабский Эмират, шкава аш полночи бой, цара цигар, квартир шецон, даму, шай, وقالوا чуть заложить тенёнок, школа, садик, шайк, больница, инфраструктура, еще социальный объект, еще махала, рацут и обол, таболи, но он поезда еще шайги, давно, улица на поезда, чакталон, мы главное, что не нельзя. من تردي هيك هذا ما توري ونسيت كان ديت سيرة الملوشة كورتي فيس وشون هو ديش ضمع شو عقدش دا وشون سياسة سياسية شو تشطلوش شلون وكذا جلو يشو جلو برنامج وعقدش شلون إذا أساس أنا نقدر شلون نذكر مستعدي للزون هو هذا شلون عنيس للدور شلون استعداد بابا بيزا شلون ليش سيادة أدناكم نتنيدوكم نتنيفولدوكم هذا سير شيء تكل دماغ شو آخر استنساني شو بودي في الدرس وبمن هوبا وحالات سمعت شيء جدا وقوم أسوأ كلوري شلون يثبت مية تقول زين يوا إنسان يقصد بيقدر شو ده سوق عماش كده وقع شكول هالدينس كسات هذه مصر وصلوا في الدرس كل دان تل ميكرو روكال دس مثلا دان نعم أو كل دماغ هردو دان تدني هردو مصر كيف فيش دان وده من جزء مثلا حاجة دان والله تكان تعبوا شو بيزدس تعبيرك هتغلط يزدان تكيت بعدش
Den keer doos hier dooddag dan je dan eens dan als je doet laat dan dat je houdt ze bol laat dan dat je dat op een beetje dat ja je pas dus in de bol gaat staan zwaar stuk gaat staan dat daar babbelen dat staan dan is minus temperatuur je waar je laat zo minus dat aan babbelen weer na dan je materiaal maar hij en dan kraantje dat hij in wel space moet dat dan als je dan Danja mooi dan. Danja is именно вое правительство существующее на третьем прияву царского особого лица организацию именно первый сектор меткаховое правительство. Хош сажимовое правительство я костя висой, а кди адеш хошада долин. İşte kaçacağız kedadeşi o существующее правительство я костя не зхар я висой. Нет нису бол акерта правительство бол нису. Amalar orandeş vahaşi erkayoş isminot ne olursan boşta bakalım. Her moji sin küzne что şu специально вариант вот. Кайош işte Jo, Magic Madrid das. Do, Magic Kaydoş yardım işte oldu. O kerçünde işte oranda mı da çek. Bu oyuna galiba karşıya. Her şey erkekten kurdu. Her ekol kilometre. Her Magic işte. Magic Главной изюминкой объекта станет красивый пешеходный бульвар. Ширина проспекта составит 90 метров. Все это поможет повысить уровень жизни населения региона. Второй, третий линия был белошвы. Диалогия шкатован шош бол беш буш начале дин бетон белш чечек геги бетон белш беш хабил белон шекс. Хотим пожелать скорейшего выздоровления и Жабе хоша разобрать что может. специалистов ЦРБ город Термес. Нет у нас ничего страшного, потому что аппетита нет. Девочки, лишний раз похудеете только. И ваши Амбар догдан сацагатеш бол дабайшо. Nis sababı. Лиса заправки то олбер лис шабаги. Что чигар суто электрос катахия. Инц эгош бол белх шужел перолена бол белх мон. Арматур шужел юрче бетон белх беш опчаа эгош бол бетон белх аболен муш фер а выбратин дом дери эцон форме белш. Перолена ва фердо наш. Проспект Путина будет продлен от памятника Дружбы народов до улицы Коперника. Его общая протяженность составит около 2 километров. На территории, помимо многоквартирных домов, расположатся социально значимые объекты, здравоохранение, религиозные здания, школы, детские сады, а также спортивные учреждения. Все работы планируют завершить к 2030 году. Чиновники посетили ход строительства правительственного здания, который находится на стадии заливки фундамента. Объект состоит из 3 блоков, в центральном 13 надземных этажей и 1 в виде зимнего сада. Остальные 2 из 9 этажей по бокам возведут традиционные чеченские башни. В целом объект строится в войнахском стиле. Шкейца, покашек, эрбо, шек, вышек на место, вышек там, покафель трушеги, шик парковка, башня, территория очень интересная. Ранее джанка, он служит, живет башня, а старые животные, что на хинзе история доход правительства Алмасуаур. Лентин Хараин, эти здания. Правительство из Хопахыч, управдывание здания Хулчест Междик. Дальше Юпа Междик. Боксы хавяти нас, Когда он цапа гучно аяце. Ле финансы, ле техники, ле белоши цапа проблема, я чаде гафелет на шест фонд.
Главе региона также показали макеты и других интересных проектов, которые реализуются на территории Грозного и сделают столицу региона еще краше. السيادة أبو وجدي قويتاش وسطاش شوف هذا تو يوق يرزاني تاع الله خالص سويتو يازين تسيبش إذا شنيا أول بيسن يازين باغوتينو قومية الوسطاي وشتو إذا هر وجدي قويتاش سامبوكسيت جمشور هذا نيرتسار دوم جمشور دينك هوقت يعني وشي كرت كنا هات شو هذا هر دوم متاع شو يتعيز وين صار han kanske de mest där så jag måste säga att jag har gjort det så och kanske så det men då kanske nu år det är på det mest nu år det så har precis vad det är det så jag då så isla så där då där är det är bush håller det så vet du så så det slutar med det motorish شو على الخلاق شو على وين شو ده إزمنين ما هو البوش شو قيشي شو ده أشتاق إزمنين شلو شنو بورش هذا وين شيء دوري نالوجو نالوجو службу إتي يارنا قوي كل دين دوم دو إنفسترو إذا يدو ما رايح كده اللي بتصير تندو على تصدق تاجني وش بلاين تنتو إذا رايح تسمع تنقل كرازو تنترع أناليز يشتروي ضايق يزرو مشاك تسوق يزيشت وكوباتي يزرك ريتي يزرك شاك يوتسوتع وهينت ماستر بلان ما هي عبروتشلي ليش اتس ماستر بلان تي وش وجل يوخشات وش ريتي يزرو شو داكا دوات ستريت سوركلت يشو ماستر بلان داكا يشهدكما указать Рамзан Кадыров держит под контролем ход строительства всех объектов в республике и регулярно проводит инспекции, благодаря чему работы не только идут по плану, но и зачастую с опережением графика. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев, Сайцелем Амбукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Необходимо бороться с любым проявлением деструктивной идеологии. Особо это актуально в свете последних событий, происходящих в мире, когда зло и бесчеловечность переходит все красные линии, отметил Рамзан Кадыров на построении бойцов новых подразделений. Сотрудники полков Ахмат Чечня, Ахмат Россия и батальонов имени шейха Мансура и Байсангура Биноевского имеют большой опыт в военном деле. Руководитель регионального оперативного штаба по проведению СВО, председатель парламента Магомед Даудов доложил о ситуации в зоне спецопераций. Репортаж Лейлы Муртазовой. На построении бойцов полков Ахмат Чечня, Ахмат Россия и двух батальонов, носящих имена героев чеченского народа, шейха Мансура и Байсунгура Биноевского, прибывает Рамзан Кадыров. Командиры подразделения отрапортовали генерал-полковнику. На месте председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов докладывает о всех достижениях и успехах сотрудников. Рамзан Ахматович, общее количество подразделений, щи полки, щи батальон, Коэзартагу, وای پاک عمریت هر پاک سازد یچینا حال خوناق چیجا روزگاردی اموده یوقا اوگریه شش اوج سپیس اپراتیا اسو اعداء قالت دقیتن قوین غیبو و پدرزدلانش یوقا بش شش هودا دیزا وام باهوش شندی عن کلته و انشن اعاموش ویا تیچنی اعلان لدیانا Пятишести месяцев Рамзан Ахматович, мост Судион, Россия, Юбошел, Полигоншка, Молькина, Краснодарья, Вой, Нохчичуа, Тарская Ольшел, Цигах, мост Судион направление Дион, Верш, Аминаю, БМП-3 основное направление, Йоктехник, Судья Диона, механик, водитель, наводчик, На фоне того, что в мире разворачиваются страшные события, несущие за собой зло, страдания и бесчеловечные преступления, подобные подразделения необходимы, чтобы бороться с любым проявлением сатанинской идеологии.
Sashikoyat, und der Juway Dona, Rauschgetter Dona, Deel de Rauschget Doi, Daktana, Shudona, Sheshe Padzdenskadon, Strukturskadon, She Bolbesh Ashtolchure, Daktana, Wayna, Omana, Ugri Haladin, now was to be as Alchidona, Sheshe Padzdenskadona, or Polkishka, Batilonska, Siadol, Way Don, Dona, Dunancha, Gusto, Temstol Hal, Hamilch Meted Awachi Dona. Takibur boch sahadat don da vaydolja izawain duh bolchan don tabesh kigibu yo abesh kigibu don duh bolchan tagina don duh khalwonch lena khoy olmadon hundlena don tan san kharzo baandos lena don tan way gushtup don palestina dos do kharzo don deyach bomnash bersh balnich khwerstagoch don tan gushtu ukraina dol hal don ukrainin hodinin odam yakshtu Россия дошка باش حلقة سراز دانا سانكشنز توهي تي economic دانا إيش قاعد أدم دانا تي قاعد إيش مليار أدم دلات تي economic يوها يو أدم دو هلك دو نادقش تندر إخارسو دانا بقو دانا إيش أحمد حاج أروار باندو شوي تانا نوشي جا بقو تولا ديل بارتي دانا ديل دانا نيت يعني أهيوش بقى أنت يكون هاي أرابول دانا ويتولا دانا تان ويكده دانا نوچه جاب بیاکن زاش طولم دانه دنیا جا دان با اونو دق دال از دیش دو استوری حیش دانه اگر دان على دو بیج اوگی بقیت امشکا اوگی دان خلط امشکا دان دالوش بیش مشکلش حلبولش مشکلش نوچه الله دان قیمت ساجی حدیث دان حالت دو چنه ایپرات داشت دان نوچه الله یادن یویش خوش دان داده الولی دان آمد دان ملچ متا اوبن دین اوش متی محتوا چنه أرز أو ألچین دان دبیرش خود ناتشی دان دائما بابانا دائما دان اشتغال دیش دان توجه او دان ناتش ببیش بودید وام آل دان سامسه بیش بولی دان هم دان ببیش خود دان هندچی دان وی دان دال دان اما کلا هم دو ال دان وقتی خوش دان هندچی دان سعی کویوچ دان اگر توام دان یبود دان توام بزدن تویبسین بیش بود توام باتی وامز بیش بود توام وی دان روچکیت خیلی قمیلت خیلی Каоши дон, люш олш дон, милху ау дона, вам дон, бо исер, вам будет давола дона. С началом специальной военной операции бойцы из Чеченской Республики принимают самое активное участие в данном конфликте. За их плечами большое количество освобожденных населенных пунктов, мирных жителей и ликвидированных противников. Они продолжают находиться на передовой, защищают рубежи Родины и искореняют неофашизм. Ukraina dal hordi na продвижение яшбу хорди на результат шу хорди на дан дик показатель шу хитас дан мазит батадана за наступление бош дана дал лето хинс дан война шаш наступление бош бу да дан дан оптимизм деш дан документ хаяха дан хайох шу дан шу таган вай дан ош ду асраз дан табоич вай калкуич вай дан har day вай day бош дан дучтер дан шу дан шавелги дан шише задач Хуюха от шише назначение милно юха от шише дон карадо герз техошол техник тахакшик сахакшик шег мосома до амайн خليه شوش كيبر دون تعال تعال نوات ووتروات دون تانا شو دونا شاقي دونا ناوك شيتي يوش دونا ديك بدزديني ويتعاوي ايش خلايات دون تسألي تعاوي دونا وين دق جيرش كيس عدد وين كارادو جيرش دون وقع اوجيد يوحنا جرانتا متخلا جرانتا مت دونيس تو خوش خلايات لا توصلنا خلايات اقل ايش دولش ناوي دول مش بخوي دون سند دا مولا دونا ويدوا غوش دون ديل دونا ساشي كويوش دونا وي دونا ويتيو وي دا مولا طولن باقربو دا مولا شو دونا دا هر إرسي هردو وي تعني دونا دا مولا دونا برتاح تخز دونا سيغايل بيوخم شلكين دونا إش دايا دونا إموخ برث باقر قدع دونا دا ديز قدع لغا دونا كيشي دوش دونا دا مولا ديل دونا طول من بيرقاش دايما كاغوش كده تو بيدون دارات بوي مسيري دون أحمد تكبير да вот то مسيري. Глава региона не раз отмечал, что гордится тем, что наши воины находятся в зоне специальной военной операции и добиваются таких значительных результатов. Противник несет большие потери в вооружении, технике и в живой силе. Рамзан Кадыров отмечает, что нет никакого смысла в каких-либо переговорах, пока эта нечисть ходит у границы. Только полная капитуляция на условиях России будет достойным результатом спецоперации. Сегодня мы посмотрели на два полка и два батальона, которые
уже подготовлены на 100%, но они готовы уже выехать на проведение специальной операции. И они всегда были лучшими, да, мы выбирали лучших. Поэтому я не завидую, да, украинским шайтанам, да, что им мало не покажется. Да. Мы отправляем каждый раз новое подразделение, а эти подразделения особо хочу подчеркнуть, очень сильно подготовлены. Дух боевой, я боюсь, я еще раз говорю, боюсь, что начнут переговоры, да, и остановят военные, да, события, которые происходят на территории проведения СВО. Почему? Потому что они убивали наших братьев, они стреляли по нашим городам, они убивали наших граждан, и поэтому у них одно, да, направление, да, это под землей. Да, поэтому я уверен, что Россия не сядет за стол переговоров, да, пока, да, они не подпишут все бумаги. Да. Надо забрать Одессу, забрать, надо Харьков забрать надо все основные территории, и потом по последующим, да, все документы, которые необходимы для нашего государства, Украина должна подписать. И Зеленскому, да, мы дадим хорошую роль, там, он КВН хорошо играет, или актерское мастерство, там, он может выехать за границу Америку, там, и выиграть там Оскар, там, потому что он очень хорошо сыграл свою роль, которую ему поручили западные европейские спецслужбы. Далее Рамзан Кадыров пообщался с командующим составом региона. Магомед Даудов доложил о ситуации на территории специальной военной операции. Мы начали со вчерашнего дня зачислить уже дополнительно 200 человек в 78-м полку. Как раз вчера разговаривали, и надо начать подготовку этих 200 человек сразу к своим специальностям. Мы с завтрашнего дня уже начнем частично медицинскую подготовку, инженерную подготовку, то есть то, что необходимо на первых порах. Дальше уже перейдем на огневую, специальную и инженерную подготовку непосредственно уже на полигонах. Пока будем на полках это все делать, так на приказарменной учебно-материальной базе. Там, где минимум затрат. Где наши люди? Почему наши люди разбросали по своему миру? Это Южный военный округ, так, генерал-полковник. Вопросы решаются. Не должно решаться, решиться. В следующий раз реши новый вопрос. Да, а то в этом месяце 4 человека отправили, да, на СВО. Там, а каждую неделю отправляем по борту, там, 4 человека отправляем в Чеченской Республике. Кстати, Сергей в этом очень нам помог в этом. Сергей, военный комиссариат. В этом году, именно в текущем году, с 1 января, мы в зону проведения СВО отправили уже 9700 человек с последним бортом. Из них 3036 человек – это контрактники, остальные – добровольцы. Командир батальона имени шейха Мансура Руслан Геремеев заявил, что все военнослужащие готовы отправиться на линию фронта и ждут этого момента с нетерпением. Любой человек. Allah Teala belki doyul Allah Teala da onu cihad ya da hatta leş noktada Аллаху Акбар. Все собравшиеся подразделения были созданы в этом году. На территории воинской части выставлена самая современная техника. Военнослужащие имеют новейшее вооружение и экипировку. Несмотря на свой опыт и профессионализм, они усердно продолжают готовиться на полигонах. Бойцы прекрасно подготовлены и ежедневно совершенствуют свои боевые навыки. Они в очередной раз продемонстрировали, что готовы выполнить любой приказ. На сегодняшний день сформированные полки и батальоны являются самыми боеспособными подразделениями, в которые вошли первоклассные бойцы, участвовавшие в самых различных спецоперациях. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Магомед Ахмадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Встретить Рамзана Кадырова в кофейне в самом центре Грозного – такое случается не каждый день. Политик вместе с градоначальником Хасмагомедом Кадыровым совершил прогулку в центре столицы, совместные фотографии с горожанами на память, общение о жизни с людьми и посещение ресторана, на стенах которого изображены национальные герои в материале Турпала Тайсумова. Рамзан Кадыров известен как любитель пеших прогулок. Он неоднократно рекомендовал жителям ходить для поддержания здоровья. В этот раз он прошелся не где-нибудь, а по бульвару имени Махмуда Эсэмбаева. Здесь всегда многолюдно, и политик поприветствовал каждого прохожего. Рядом с ним находится мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Люди, неожиданно увидевшие самого популярного политического деятеля, с удовольствием подходили, чтобы запечатлеть этот счастливый момент. Руководитель субъекта не отказывал никому.
السلام عليكم. В ходе прогулки Рамзан Кадыров посетил одну из кофеин. Первое, что здесь бросается в глаза, это изображение национальных чеченских героев. Этот дизайн оформления пришелся по душе руководителю региона. Это Осман как раз хата, что свой национальный герой, что свой Осман. Очередь. Сотрудники кофейни были очень рады, ведь, по их словам, к ним зашел, пожалуй, самый неожиданный посетитель. Было очень неожиданно. Я, перенервничал. Впервые в жизни его видел и, как-то, был растерян, если честно. Все мы были удивлены и рады. Прогулка продолжается и вырастает число желающих сделать заветное селфи или даже семейное фото с детьми. Улыбки не сходят с лиц людей. Здесь даже гости из других регионов, а также с ближайшего и дальнего зарубежья. Все они не упустили удивительную возможность запечатлеть памятный момент. Местные жители также восхищены при виде главы республики. В совместном фото не было отказано никому. Очень приятно, да, конечно, можно. Отдать телефон или сколько? Фотографируй, пожалуйста. Ряба. Ряба? Да. Салам передайте. Все, есть. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Yani. Куда ходил? Что будет такое?
Смирно, да. Очень твой какой Прямой эфир yok abi. Ты знаешь, что ничего с вами не случилось. Папочка, дери свой сон, я еще а что халах даешь? Санан саркер такой, не змей еще кузах. Нахтенца Баблокус. Через забор я с папой разговаривала. Сегодня я смогла прийти на красивое кладбище, где все чисто, красиво. И все благодаря вам. Мне очень приятно было. Да, это Сфотографируйте нас, пожалуйста. Так, это я, смотрите, что мне можно? Ребят, смотрите, пожалуйста. Спасибо. Ой, спасибо, благодарю вас. Спасибо. Коллектив. О чем говорить? Давай все вместе. Давай все вместе. Куда еще эмоцию, да? Где ваша камера? Куда смотреть? Прямо. Или на Моусада будем, он самый красивый у нас. Анзамаш. Гали укал дуку уволили лиха дуку на антехоч. Как вам жизнь в городе? Жизнь прекрасна, когда люди счастливы. Все счастливы, да. Нет никаких проблем. Рамзан, салам алейкум. Можно одну фотку с вами? Я у вас гость из Грузии. Из Грузии? О, очень салам приятно. Можно, конечно. А когда мы ролик посмотрели? Пожалуйста, можно тоже фотографию? А вы откуда? Я с Украины. О, Украина, можно, да. Донбасс. И можно? Да. Севастополь, Россия, не Украина. Уже да. Очень я вас люблю. Вы очень хороший человек. Дагестана. Спасибо. Спасибо большое. Некоторые едва сдерживали эмоции от возможности пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Эти моменты им запомнились надолго. Алхамдулилlah, Аллах меня вот это мечта послала. По жизни я не верила, что я Рамзан Кадырова видела. Моя самая большая мечта была. Самая большая мечта была. Такое позитивное. Грустно сидели, сейчас позитивно улетаем. Конечно, это любого тронет, когда глава, не каждый, я думаю, не каждый глава республики вот так с народом в легкую сфоткается, кого хочет подпустит и будет вот так общаться. Пожелав всем удачного дня, глава региона завершил прогулку. Несмотря на непогоду, она оказалась очень теплой. Общение с главой наверняка согрело людям душу. И, конечно же, оно не последнее.
Эта встреча для многих стала полной неожиданностью, но именно такие моменты показывают, что глава субъекта рядом с народом, и в свободное от работы время он совершает прогулку и оказывает помощь нуждающимся, по счастью, оказавшихся рядом. Турпа, Лолита Исумов и Ислам Ибрагимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил спикера Магомеда Даудова, а также всех депутатов с 18-летием со дня образования парламента Чеченской Республики. Выборы в законодательный орган состоялись 27 ноября 2005 года. Это стало отправной точкой на пути интеграции республики в правовое поле России и получения статуса полноправного субъекта страны со всеми функционирующими ветвями власти и государственными органами. На сегодняшний день ведомство проводит качественную работу в общественно-политической жизни. Создание и обновление правовой базы проходит на высшем уровне. Под руководством Магомеда Даудова депутатский корпус успешно выполняет поставленные задачи, подчеркнул политик. День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Представители республиканских властей поздравили женщину, которая оказывает неоценимую помощь и поддержку во всем мире. Руководителя регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну. Слово Мадине Кураевой. Женщина, чье имя всегда звучит как синоним мира и добра. Это президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мама человека, который посвятил свою жизнь служению народу, Аймани Несиевна. Забота о нуждающихся, больных, осиротевших – главная цель ее жизни. В честь Дня матери ее поздравили официальные лица региона. боюс харис арах батальон шех шпалки шех штагана бок бой мака да бьюч аману هنا إشفاء من الشيء هو بيجي على الفندق تندش دول ناقص الإصداق هم تان عملت كشريعة أيوه ماشين تكنيك بصوا هم أنت ناقص دوديش دي كان بيقوم بقولوا وتاقة كمان ديش تراح ويدعى على الليل أمانه ده ريسل ده ويتحي بيت في الأمانه رئيس خليل دا ساعدوا قصدش نشوي زي الوقت وده كأجنا نوع بوتش إنتشنا يعشنا حلقة أهتم تخيكم بدك Героиня, иначе и не скажешь. Благодаря своей благотворительной деятельности она спасла десятки тысяч жизней, помогая противостоять тяжелым недугам детям, взрослым. مصو كيبر نانس شي بيردر دول خدينا خنان يقعدون ومحكنان يقعد ها بيركتي كوج خاچز دون ونوچيچ صاحو سمعت ومسانا وشدو والله دال دقيا ولا ديون هاي دار يا وما قولون هاي دوزل وما قولون هاي بيش وما قولون إرس ما بيركت دا إما كاد حلاتيل هنا جا دال ديغل ولا دال غازوة قبل دول وش تنقل حدا البركة غزوة حيد على شيء حكي يدخل ومحك ده ووش رمزاني كي يدخل ديونا مس سيري ديون خصمي يخوش دو مس أنا يخوش دو غير مستق أمو عادين أمو واجن تج هنز وين فلسطين يعدك ترى ليش دينا على دكتورنا حقوش ديونا بيجن استجير بيرش زدريب ديونا إذا درجة حطوام وين شتوام حوزن شغين عدون ده تاني ده حقاتشلز أما أنا مثلا ها كمان شكوك قاتشب ديونا ده رئيس غلب ده على شوال ده لقوي غلب ده لا ملي وش دق وكيرت ملي وش دق دق لاتشو من دي ساخلش ديونا إما بيركت صون دوش إرسية بيغلو هم بيزش حيزش ديونا ده رئيس غلب Дала кров нуждающимся, питание малоимущим, веру отчаявшимся, гуманитарные акции далеко за пределами страны, масштабные благотворительные мероприятия. Все это говорит о том, что Аймани Несиевна по праву стала матерью для каждого жителя Чеченской Республики. خزدي دقر نان بوخشتل هم نان ما قال اتعشق دورشتل مصر هما
ويدقر مسري نا وسيشيت أرخ خي مسري أرخ دقر دقر بو دقر دويل شو دقر دقيم خز إيرسي دقر دويل شو دقر دويل شو. С международным праздником чиновники поздравили первую леди региона Медни Мусаевну. Она уже получила почетное звание «Мать-героиня», которое в России считается высшей степенью отличия для женщин. وإذا كانت تعتري كيجي دولشنا دين ده أخواتنا قاعد زودي قديون تغنوس يا تغيشة يا ديون ده دخيا. Чеченские матери. На их долю выпало немало тяжелых испытаний, пройдя через тернии все перипетии судьбы. Они показали стойкость, непоколебимость духа перед лицом опасности. Одним из таких является Жарадат Букаева. Она мама 4 детей. Сыновья работают в правоохранительных органах, сама занимается общественной деятельностью. Свою жизнь посвятила помощи людям, которые в ней нуждаются. دال مصو تحز غدش حلقة نقش دال تصلك تصنع شديز الوما جاي تويل زنديل دال دقباغ بولش دال إرسيا خلي تويلقش برجع تغنان بوهجا يوقت أيو تاق سون بعدك ديتش حلقة حدثت مرزو صبر شدول شيلة سنان تنديلا مصارجي دي خردقصة نانو болчарг إش ларам цербар. Люба Гугуева трудится на улицах Грозного уже 6 лет. У нее большая семья. Своим чадом в первую очередь прививала любовь к религии и уважение к старшим. Даже любой человек оласын сайберик. И вохквала, цогу алатун дуал висмахла элас балхах вишта дюшхла вохчун халгач ур хал гылкду гылк хил эллакас. Ас ур хал باي مخكنان أمانو ديق ليدر ديق اليوالي دا دقيا خيوالي باي ميزان دي مصو نانا يشا دا ديق اليوال دا الموكش ماشلي اليوال شاي دوزلنا دا الإفسي خير مصير دا آخر. Мама, сколько тепла таит это слово. Она хранительница семейного очага, создает уют в семье. Именно ее мудрые, местами строгие наставления становятся главными двигателями по жизни для многих людей. Этот прекрасный праздник, посвященный самому дорогому человеку в стране, отмечается в последнее воскресенье ноября. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии встретился с семьями сотрудников, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. В честь Дня матери Сергей Захаров поздравил женщин с праздником, поблагодарил их за воспитание достойных защитников Отечества и выразил соболезнования. Родители выразили слова благодарности за сохранение памяти о сыновьях и их сослуживцах. Командующий обсудил с родственниками проблемные вопросы и заверил во всесторонней поддержке. Завершилось мероприятие вручением подарков. Сотрудник ОМОНа Ахмат Крепость Зелимхан Элимбаев – человек уникальный. Кровь достаточно редкая, второй группы с положительным резусом сдает уже с 2001 года. Он является почетным донором России. Уходить в кавычках на пенсию пока не собирается. Признается, сколько позволит здоровье, будет сдавать кровь. Лейла Муртазова о герое нашего времени. Зелимхан Элимбаев работает в структурах с 2001 года. В это неспокойное время, когда шла борьба с международным терроризмом, его сослуживцы часто получали ранения, и он, не задумываясь, делился своей кровью, чтобы помочь им. Именно с этого началась его донорская помощь. يوصل غون أولي ديل دعمل أولي تعوش خدي سانس إيدل دولار نصوينا سيرتر بيروان كروبي هنسن أسلوشيات سروي صوان هدوره تك دعوي تيجات إيه هاي ويسي حواتر هنسن ما قزح دعوي دي هاي تيجي على برت هواي شوا صوان مالا خلو دره متكش وين ما أريو غنيره بلنيشكا أسلوش إزير إشت أصدقال إني ترش تعدول دولار تغيو تعدول ربعنا هنسن استيقبور زي بيسياش سر حوالش خليره.
Сегодня он служит в самом молодом подразделении ОМОН России «Ахмат крепость на транспорте». Является старшим инспектором группы оперативного реагирования. Участвовал и в специальной военной операции. Коллеги тепло отзываются о Зелимхане и отмечают его отвагу и патриотизм. Я знаю давно, с 2001 года вместе устраивались на работу. С момента основания этого подразделения он находится здесь, работал на различных должностях. Никогда не было такого, чтобы Зелимхан кому-то отказал в помощи, в поддержке. Добросовестно исполняет свои служебные обязанности. Также добросовестно исполняет все обязанности мусульманина. Очень хорошо разбирается в своей работе, в данное время работает. Все сдачи крови Зелимхана фиксировались в центре переливания крови. Их получилось 40, после чего было решено выдать нашему герою нагрудный знак и удостоверение почетного донора России. В станции все хорошо знакомы с Илимбаевым и знают, что он всегда придет на помощь. У нас такое очень хорошее событие. Сотрудник Росгвардии Илимбаев Зелимхан получил звание почетный донор России. И как бы вот такой пример, наглядный пример, когда военный сдает, а рядом с ним подчиненные, молодые военнослужащие видят это дорогого стоит, потому что они подхватывают эту донорскую эстафету, ряды наши пополняются молодыми донорами, и я думаю, что донорское движение в нашей республике будет расти, набирать обороты, молодеть и дальше развиваться. Зелимхан имеет вторую положительную кровь и собирается продолжать делиться с ней на благо здоровья людей. Отметим, что звание почетный донор России присуждается единожды и несет за собой денежную компенсацию, которую выплачивает раз в год. В этом году звание почетный донор России получит 6 человек из военных структур. Представители силовой части региона часто приходят на помощь и сдают свою кровь. Лейла Муртазова, Абдурахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики прошла встреча с делегацией Челябинской области. В составе гостей представители 9 заводов и предприятий. Это машиностроительные комплексы, металлургические и углеводородные фабрики. В ходе встречи стороны обсудили варианты сотрудничества и обменом опытом. Расширение производства – одна из главных задач для развития республики и, как следствие, увеличение числа рабочих мест. Мы надеемся, что по результатам встреч, переговоров с правительством Чеченской Республики, с предприятиями Чеченской Республики будут налажены новые связи, будут локализованы какие-то производства, выстроены новые кооперационные цепочки в рамках создаваемых межрегиональных кластеров на территории Чеченской Республики, создаваемой особой экономической зоны и действующих индустриальных парков. Журналисты всегда на информационной передовой, информируя о наиболее важных происходящих событиях. Они дают слово тем, кому есть что сказать. Устами героев своих материалов они рассказывают о мнениях и идеях. В Чеченском госуниверситете имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла лекция о роли журналистики в современном мире. Главной темой обсуждения стала информационные войны. Валентина Гусевская законспектировала самое важное. Лекция о роли журналистики в современном мире прошла в Чеченском государственном университете и привлекла внимание студентов и преподавателей кафедры журналистики. Заместитель министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саид Магомед Баширов рассказал присутствующим о непростой профессии журналистов, которые трудятся на ответственном фронте, ежедневно отражая фейковые атаки недругов. Информационные атаки на нас, на Россию, она идет во все времена. И особенно она стала активной с началом специальной военной операции. Каждый день, каждые сутки на нас идут сотни и тысячи информационных атак. И мы сегодня имеем возможность отражать эти атаки. Главная тема обсуждения – информационные войны, с которыми все чаще сталкиваются граждане нашего государства и журналисты. Противостоять им могут специалисты с высокой гражданской позицией и мощный журналистский корпус, который сформирован в нашем обществе. Данные мероприятия позволяют нам выстроить общую стратегию поведения, действия, противодействия всему деструктиву, который происходит. И журналистское сообщество, стоящее в авангарде противодействия всем этим деструктивным действиям, должно иметь новые
механизмы противодействия, иметь возможности профилактики деструктива, который творится, ну и получить новые знания, навыки, которые будут полезны в работе. По словам лектора, журналист должен быть вездесущим и знать, кто его целевая аудитория, а главное – уметь отличить правду от лжи. Встреча проходила в формате открытого диалога, и присутствующие смогли задать интересующие их вопросы. Мы обучаем наших журналистов, чтобы они достойно могли представить нашу республику, наш регион на любой всероссийской или международной или площадке с указанием всех наших завоеваний и достоинств. Мы ведь помним с вами, никогда не было таких времен, когда журналисту, человеку творческого труда уделяли руководством региона столько внимания. Мероприятие состоялось по поручению министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, который объединил более 1000 представителей прессы республики, чтобы повысить качество подачи информации до граждан и успешно отражать инфовбросы желтой прессы. Пропаганда и дезинформация всегда существовали в средствах массовой информации. Благодаря честным и профессиональным журналистам сегодня мы можем успешно противостоять этой мировой тенденции и не дать изменить ценности народов России. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Воспитанник спортивного клуба «Эдельвейс» Ахмед Турлуев завоевал золото на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок весовой категории до 81 килограмма. Наш земляк за минуту одержал верх, применив свой коронный удушающий прием. По словам спортсмена, этой тактике он уделяет много времени на тренировках и часто применяет в боях, регулярно проводя работу над ошибками. Минувшие соревнования проходили в Туле с 23 по 26 ноября. В них участвовали 600 спортсменов из 69 регионов. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.